В республике набирают обороты финансовые пирамиды. Стало известно, что в одном из районов Якутии от действий современных Мавроди пострадало уже более 500 человек. Речь идет о потерянной людьми сумме порядка 2 миллионов рублей. Начато полицейское расследование. В том, как работают современные МММ в республике, разбирался наш корреспондент Афанасий Николаев. Простая матрица из 6 человек. 2 человек вы приглашаете лично, а они, в свою очередь, приглашают тоже 2. Человек, который попадает под вашего партнера, дарит вам денежный подарок. Таким образом, 4 человека со второй линии дарят вам денежные подарки, а ваши 2 приглашенных человека дарят вашему вышестоящему. Согласитесь, ведь здорово, сидя в мягком, теплом кресле дома, наблюдать, как ваша структура разрастается. Основной посыл, как и прежде. Мы не халявщики, мы партнеры. Правда, единственное, что надо сделать, это отдать деньги и ждать. Основной аргумент – легкая нажива. Правда, о том, что будет в случае, если пирамида прервется, создатели умалчивают. И все без исключения представляются солидными международными фирмами с многомиллионными оборотами. Манна продуктлары анырбек бак, золото бар, муслина бар, дева, араб путешествием бар. Он то не те G1 нуктаман трети парта местный пер купяви джамут ман такой давтер. Айгер партнер бом проекта майгинна канон атавтер туктара тохта тугуда предлагай давтер. Он на джанта хатило вархолура. Называются они по-разному. Кассы взаимопомощи, клубы, финансовые игры и так далее. Но главная суть – заставить клиентов поверить и принести деньги. И что парадоксально, люди верят и несут. Иногда последние. Люди несут некоторые последние денежные средства, пенсии свои, последние заработные платы, в том числе берут займ в банках, различных финансовых структурах и вступают в эту финансовую пирамиду. То есть оно основано на желании людей быстро заработать денежные средства для решения своих финансовых вопросов. Сейчас в разработке якутских полицейских дело о пирамиде Give One, Get Four в Бердигестяхе. В желании заработать легкие деньги 600 жителей горного района потеряли 1 900 000 рублей. Ну, различные схемы предлагали преступники от 33 тысяч до 99 тысяч и сулили в течение недели получить в 3-4-кратном размере суммы вложенных денежных средств. И финансовая пирамида состояла за счет вовлечения новых членов. Она не была предпринимательской и не зарабатывала других денежных средств, только существовала за счет обмана людей. Это только первая ласточка. В оперативной разработке находятся подобные системы во многих районах республики. Исследователи намерены сбить моду на сетевые пирамиды. Больше всего удивляет то, что якутяне, уже терявшие деньги на МММ, Хопер Инвест и прочих властелинах, все так же продолжают нести свои деньги в сомнительные структуры. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.